Уважаемые коллеги, уважаемые участники диктанта, сегодня мы проводим всероссийский исторический диктант, посвященный Великой Отечественной войне. Этот диктант должен был проходить в апреле месяца этого года. Он был приурочен к Дню Победы, и поэтому он называется «Диктант Победы». Каждое мероприятие, каждая акция, она имеет свои цели. Основная цель – это привлечение общественности к теме Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности. Задачами Олимпиады является, это в первую очередь, каждый участник диктанта, Олимпиады, я говорю, диктанта, сегодня является, это независимой оценкой. Каждый получит независимо оценку своих знаний по теме Великой Отечественной войны. Второе, все участники диктанта сегодняшней акции, они все получат независимо от количества баллов сертификаты. А те, кто напишут лучше, они получат дипломы различных степеней. И третья задача является, как вы знаете, определить уровень грамотности российского общества по данной теме. И четвертая задача, тоже такая необходимость такая есть, потому что в СМИ, средства массовой информации и общественность должны знать, помнить историческую ценность той истории, по тот период Великой Отечественной войны. Мы все знаем, что тема истории Великой Отечественной войны проходит в школах, в старших классах, но это очень мало, потому что современная молодежь очень плохо знает многие страницы. Это самые такие страницы, трагические страницы, но тем не менее наша молодежь не очень-то хорошо знает. И поэтому и Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство образования нашей республики проводится очень много конкурсов. Проводилось к Дню Победы, к 70-летию Победы, проводились исследовательские работы. Много было открытых уроков. Это кроме основной программы, наши дети, с нашими детьми, наши педагоги работали. Во всех образовательных учреждениях проводились различные мероприятия, открытые уроки. Сегодняшняя акция – это важная акция, я еще раз хочу повторить, и поэтому у нас и гости, и дети, а те одновременно сейчас многие учителя, вообще любой гражданин может участвовать онлайн. Это диктант, они проходят, регистрируются и проходят в онлайн-режиме. Основным организатором данного диктанта является Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, это Российский союз ветеранов и наша это Федеральная служба по надзору, то есть Рособорнадзор по образованию. Я хочу сегодня каждому участнику, всем вам в аудитории объяснить ситуацию, как мы проведем сегодня этот диктант. Каждый участник получит информационный лист, первое. Второе, он получит бланк ответов и КИМы, задания по теме Великой Отечественной войны. 25 вопросов. На все эти вопросы вы должны ответить в течение 45 минут. Все ваши ответы вы читаете КИМ. Здесь сидят наши дети, они знакомы, а взрослые, наверное, не все знакомы, но кое-кто знает. Это типа КИМов, контрольно-измерительных материалов. Вы там читаете вопрос, заносите в бланк ответа, внимательно занесите. И еще первое, самое главное, каждый участник диктанта имеет свой номер. Этот номер обязательно запишите в бланк ответов вот сюда. Здесь записано, то есть тут записано вообще-то. У вас одинаково должны быть номера. Если у вас разница, то ваш ответ не зачтут. Посмотрите, здесь в конце 19 информационный лист, а это бланк ответов тоже, наверное, это номер есть. Так что записывать не надо, остальное вы сами заполните. Информационный лист останется у вас. Вы забираете ее с собой к себе.
Почему? Потому что вы свой балл на сайте «Диктант Победы», на сайте, вы там получите, или, может, даже мы получим по этим номерам, чтобы вы знали, после 15 сентября каждый участник диктанта получит свой балл. Так, вы это поняли. Да, сейчас мы всем вам раздадим все эти листы. Внимательно, пожалуйста, отвечайте на вопросы, читайте и занесите в бланк ответов. Ваши ответы будут проверяться в Махачкале, республиканском РЦОЭ, Республиканский центр обработки информации. Ну, в течение 15 дней вы получите ответы на эти вопросы. Я желаю вам всем успехов. Это очень интересные вопросы. Только что вопросы мы получили с Махачкалы. Отвечайте, пожалуйста, на это. Успехов вам!